Привет всем ребятам! Меня зовут Данила Васахая, и я вам сегодня проведу мини-урок доброты. Как вы, наверное, уже знаете, что не секрет, регулярные занятия физической нагрузкой и спортом повышают в человеке его выносливость, тренируют силу воли и дисциплинируют его. Тут главное выбрать свой вид спорта по вкусу и возможностям. Слепые люди также не стоят в сторонке и очень активно занимаются конкретными видами спорта. Список очень даже разнообразный. Вот если взять меня, я на данное время тренируюсь по легкой атлетике и принимаю участие в республиканских и городских соревнованиях. И примерно это выглядит вот так. Как вы видите, по беговой дорожке бегут два спортсмена. Это спортсмен с нарушенным зрением и спортсмен-лидер. Спортсмены с нарушенным зрением перед стартом надевают непроницаемые очки в целях сравнять условия всех соревнующихся. То есть, получается, это не только такой вид спорта, который требует от себя выносливости, но и командной включенности, которая будет зависеть исход соревнования. Второй вид спорта – это голбол. Участники также надевают светонепроницаемые очки и играют со специальным звукоиздающим мячом. На игровом поле во время игры от каждой команды должно играть по 3 участников. И как бы зрители тут не болели за своих фаворитов, правило игры говорит о том, что в зале должна стоять абсолютная тишина, чтобы не помешать спортсменам играть. Легкая атлетика и голбол включены в список паралимпийских видов спорта. Итак, задание. Ниже будет приведен список. Определите, какие виды спорта доступны для незрячих людей. А вам я желаю здоровья, удачи и до новых встреч!